Плюс 2 градуса сегодня. Время без 10:05 утра. На улице моросит и капитально моросит. Слышите, как все капает. Хотя вставал 12 часов. Были звезды на небе. Везде все капает. Да. Ну, что поделаешь? Ничего не сделаешь. Всем привет, ребят. 14 октября. Утро. Утро начинается с овсяной каши. С овсяной кашей. Как всегда. Полезно, вкусно, сытно. Рекомендую всем. Так. Ну что сказать. Сегодня праздник, Покров день. В прошлом году в это время тоже мы на охоте были здесь. В планах у меня сегодня сходить на лесопунктовской вырубке, и если погода позволит, если не будет ливневый дождь или еще что-то, какая-то планы не изменится, то сегодня сходим, знаете куда? Многие знают, где я видел аккумулятор, который я хотел этот аккумулятор привезти сюда. Ну, чтобы из этого аккумулятора сплавить свинец. Но у меня так и не получилось в ту сторону съездить. Позапрошлом году по этой дороге ездили лесорубы. Дорогу делали, трассу, лес вывозили. Ну, возможно, этот аккумулятор уже, может, и кто-то взял. Может, еще как-то бульдозером просто похоронили этот аккумулятор, где-то лежит там. Но все-таки я думаю, что этот аккумулятор взяли. Я хочу сегодня сходить в ту сторону и посмотреть, есть он или нет вообще. Ну, сходим на это место. Давно там я не был. Пеший поход будет. Пойдем по лесопунктовским вырубкам, по новым вырубкам, по старым вырубкам. По тайге побродим, если вот этот дождь не помешает. А как получится, какая будет охота, уже выводы будем делать вечером. Так что утро только день начинается. Надо ходить, искать. Самое главное. Ради этого мы сюда и приехали. Попробуем, что за каша получилась. Каша идеально хорошая, вкусная. Чуть-чуть пересолил даже. Немножко, наверное, соль. Я 2 раза соль добавлял, 2-й раз нам не надо было добавить. А да, вкусный. С маслом вообще идеально. Сейчас чайник закипит. И буду рюкзак собрать. Еще час до рассвета осталось. Ну, минут 50. На улице облачно, моросящий дождь, и долго расцветает. Если, как сказать, солнечного утра, то уже, скажем, без 26, то уже начинает расцветать хорошо. Можно уже выходить в тайгу. Но я обычно в 6-10 выхожу. Ну, можно в 6-10 так идти.
целый день, еще за целый день. Ух, так много и можно ходить там, как убитый домой возвращаешься, устаешь. Но я обычно до 2-3 часов брожу, потом, с расчетом, как бы в 2 часа я прихожу, потом бытовые дела вот возле дома там, и в 4:30 уже начинает темнеть. Вот и все. 2,5 часа у меня остается еще в избушке там дела свои делать. Не хочу я под фонариком, под еще каким-то светом на улице что-то делать. Раньше тоже много рыбу ловил. И с охоты возвращался, еще рыбачил. И чистил под фонариком эту рыбу. Не очень это приятно, ребят, если честно. Все надо днем делать. А под лучом фонарика уже не то. Или станцию привести, станцию под электричеством, под ярким лучом света, вот, под лампочкой. У меня 2 станции, все дома. Станцию не взял. Перегруз не хотел брать с собой. Лодка, чтобы минимум было вещей. Станция не такая легкая. Вот. А сейчас вода поднимается потихоньку. И, скажем, если я съезжу домой, наверное, может быть, даже и станцию привезу. Станция всегда нужна в избе, потому что пауэрбанки разряжаются, вот, надо экономить все время. Аккумулятор разряжается для съемки. И у меня всегда с собой, в принципе, станция бывала. Что-то разрядилось там, включил. И зарядил там. И обычно вот этот гелевый аккумулятор у меня уже как бы тоже не так хорошо светит. Зарядку привез бы с генератором, электрогенератором. И подзарядил, и свет в избе хорошо. Вот. Ну ладно, ребят, не буду больше болтать. Давайте сейчас уже скоро расцветет и выйдем в тайгу. Вроде дождь перестал идти. Тулан, пошли на работу. А? Идешь, нет? Тулан. Искать глухаря. Сегодня глухариный день будет. Слышь? День глухаря будет сегодня. Будем искать глухарей. Целый день у нас впереди. Да. Вот мычать не надо. Мычать не надо, Тулан. Вперед. Все, набегался. Набегался, видать. Ладно, ребят. Сходим. Ветер шумит, конечно, очень сильно, но надо сходить, посмотреть. Тулан заработал. Как же не в тему он работает там. Там сырость, ребят, ужас. Я здесь зимой только на буране езжу. Из-за того, что сосновый лес схожу. Были бы елки, я туда бы не залез. Ладно, схожу.
Опять неровно лает. Точно не птица она. Короче, по максимуму подошел. Короче, в разные деревья лает. Нет, не птица. Где-то белка сидит в каком-то дереве. Вон, видите, это дерево, вон то дерево лает. Это похоже на белку. Не знаю, где-то белка, ребят, в каком-то дереве сидит. Пошли, туда. Вон. Достали эти белки, конечно. Лох, вон. Лох, пошли. Ха. Вот так, ребят, подходишь. Лох! Подходишь в надежде увидеть там боровую птицу какую-то. А собака лает, хрен пойми кого. Где-то белка сидит, я не стал уже заморачиваться, искать там. Смотреть каждый сучок, где он сидит. И не хочу, чтобы моя собака этим баловалась, но как видим, все чаще, больше и больше начал лаять он белок. Это не так хорошо. Вот тут я и зимой езжу на избу по этой дороге. Здесь очень сыро. Ладно, идем дальше. Что поделаешь? Очень большая сосна там. Собаку увидел. Запах чувствует, а дичь я не знаю. Я не вижу. Меня-то за что ругать? Я не вижу никого. Ты мне точно подскажи, где он. Где-то сидит. А где? Думаешь, мне он нужен сейчас? Птицу давай. Белка, куница нам пока не нужна. Ну вот, ребят. Подходил, подкрадывался и на тебе ничего нету. Собака лает. Ну просто он чувствует, нюхом чувствует чего-то. А не уверен. Не уверенно, не видит, не слышит. Может где-то что-то, какие-то шорохи, но не видит он. Если увидит, он начнет лаять уже в одно место. Вон так. Везде, смотрите. Облаивает во все деревья.
Вот такие дела. Здесь, между прочим, брусника тоже есть. Вон она. Брусника есть. Где-то сидит. Или белка, или куница. Другого варианта у меня тут нету. А так теряем время. Далеко он ушел, конечно. Так, ну ладно, по пути. Все по пути. Сейчас или на трассу геолога, сейчас на просеку, наверное, выйду. По просеке пойдем уже на трассу, на основную трассу. Все, пошли, мам, туда. Пойдем, на просеку поедем. Пошли. Лох. Лох, 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 мам. Энча тращ. Так. Ладно, там, наверное, какой-то зачес я увидел. Возможно, даже просека там. В этом сезоне сколько раз уже облаивал, и я никого не находил. Не знаю. Так. Ну вот и просека, ребят. Вон она, ребят. Ладно. Кружок получится, конечно, капитальный, но лучше здесь пройду, чем блуждать. Солнца нету для ориентира. Слева там будет болото. Сейчас трасса будет у геологов. Там перейду эту трассу. И дальше по просеке. Ну, где-то с километра до квартального столба. Потом уже на другую просеку встану. Короче, сегодня так я буду гулять чисто по просекам, по дорогам, по трассам, вдоль вырубок. Погода не ахти, сразу говорю. Не очень радует. Такой мелкий моросящий дождь идет. А, вот она. Даже. Ух, ни хрена заросла. Вот, смотрите, мы там перешли. Вот, собака шел вот так. Хотел сразу здесь идти. До просеки и уже. А там смотрите, как заросло. Вон там дальше. Видно? Пустырь. Там болото начинается. Очень большое болото. Это геологическая трасса, или у геолога вообще. Нефть искали. Очень большой взрыв был. Как-то очень, как сказать, большую такую волок прорубили. Прям до каждого бревна убрали. И в один момент, хорошую погоду, они что-то взорвали. Очень сильный взрыв делали. И там каким-то прибором колебания вот этой, как сказать, ну, тут медведь прошел. Здесь мишка ходил. Да. Этим колебанием вообще искали. Вот он, хорошенький такой. Между прочим. И этим колебанием они узнавали, есть ли нефть. Ну, одним словом, нефть искали тут. Очень-очень давно. Вот. И, ребят, прохожу такие хорошие места. Смотрите, сосны. А здесь, там такое сырое место. Сорный лес, елка с соснами. Ни одного взлета. Ё-моё, блядь. Что за год в этом году? Кополух и ничего нету. Обычно там, но мы фиг с ним, этого не видим, глухарей. Но кополухи бывают, они хитрее, они выскакивают и улетают далеко. Но их бывает встречаем. А в этом году сколько уже я хожу, ребят. Почему так? Почему? Вот кто мне даст ответ? Корм есть, все есть, а птицы нету. Да эти места, блин, рай для глухарей. Просто живи, радуйся тут. Жди охотника. Сырость. Елки. Сосны. Рябчик. Вон он где-то был.
Слетел, улетел, даже не видел. Ну, хотя рябчик не иногда бывает радует нас. Да, здесь просеку чистили на лет 4 или 5 назад. Хорошо. Видите, зачесы свежие, новые. Я просто балдею, иду и балдею от такого похода. Был бы еще солнце. Опять тулан заработал. Я уж подошел. Здесь сосны, елки. Но никто не трещит ничего. Обычно глухарь трещит, когда лает собака. Может, белка опять. Достали уже эти белки. Да. Там и зверь. А, зверек, наверное, где-то. Или белка, или куница также. Не знаю. В кого так. Да. Я думал, тут сорный лес, может глухарь там. Косач. Вершинкой что-то. Дождь идет. Пошли. Опять белка. Пошли мы нам, туда. Лак. Достали эти белки, честно слово. И собака переходит уже на них. Лак. Пошли. Тут вырубка. Здесь вырубка уже начинается. Ладно, слева обойду. Сосновый лес, слева обойду и там уже трасса начнется. Лак! Пошли! Ты, конечно, не виноват, ты свое дело делаешь. Я тебя понимаю. Но он нам не нужен. Белка не нужна нам, понимаешь? Ищи глухаря. Здесь лес вообще идеальный. Может и есть они где-то. Смотрите, сколько деревьев, ну, выходит уже после вырубки. Вот. Салатового цвета такая, так красиво. Сейчас хоть немножко чуть-чуть дождь перестал вообще. Такие порывы ветра и дождя. Плащ помогает, я бы весь сырой уже сквозь. Обошел вот эту вырубку. Ни хрена никого. Тишина. Надежды уже вообще никакой нет у меня. Что-то настроение падает и я не знаю. В пустоту и иду и все. Просто ничего нету, блядь, никого. Здесь обычно и косачи, и глухарей могу встретить, там бывало. Где они в этом году? Где искать? Шел до трассы. Все. Сейчас уже будем несколько часов ходить по дороге. Новые вырубки вот тут уже начинаются. Свежие. Пару лет назад здесь рубили лес. Ну, одним словом, пройдусь тут. Хреновая погода, ну, назад возвращаться пока не собираюсь. Идем вперед. Вон туда еще идет. Там тоже, наверное, делянка была. Вырубали это к весне уже. Собака там кого-то лает. Вот здесь вот. Вон оттуда идем. Я его видел, как он побежал резко туда в лес. Долго потом что-то не лаял. И сейчас начал. Но она. Это не дичь. Снова какой-то зверек.
Потому что время прошло. Перед тем, как он побежал. Ну, как он побежал и дала я приличное время. Так минут 5, может больше. Если птица была, он с грохотом сел бы и сразу залаял. Собака кого-то лает, ребят. А там на середине дороги, метров 100 от меня, может чуть больше, глухарь сидит. Прямо на дороге. А здесь не вижу никого. Вон он там. Не знаю, как подходить. Ближе чуть-чуть. Не попал. Летят. Короче, не попал, ребят. Куда-то в землю пуля пришла. Там 2 штуки, оказывается, были. Я не попал. Промах. Или не рассчитал я расстояние. Короче, не попал. Но взлетели. Улетели. Да. Красиво сидел, ребят. Что поделаешь? Идем дальше. Вот, начала нюхтить собака. Вот где-то вот тут он сидел. Одного я видел, на середине дороги был. Второй слева, где-то на окраине леса. 2 глухаря было. Не знаю, куда вот так пуля пришла. Но я не попал его. Вот где-то вот тут. Слышал, как об землю пуля пришла. Она ниже пришла пуля. Может, повыше надо было взять. Вот теперь думай. Да. За столько дней шанс был, и я промазал. Где-то вот тут сидели. А там белка, наверное. Я даже не стал подходить туда. Они взлетели, улетели вон туда куда-то. Там болото. Открытые места, может, туда где-нибудь на деревьях и сядут. Не думал, что я их увижу сегодня в такой дождь. А смотри, они прямо на середине дороги. Камушки, наверное, собирают. Дорога, видите, сколько грибов там? Сотни грибов вон. Усыпано. Вон оттуда мы идем, ребят. Тулан куда-то туда пошел. Мы туда пойдем. К аккумулятору сходим. Короче, вон туда. Там еще сходим, побродим. Дождь перестал, хорошо. Есть еще интересные места там впереди. Бесконечные трассы. Кругом вырубки, кругом трассы такие.